Поговорим о международном балетном фестивале сегодня, 26-м по счету, с нашими гостями. Сегодня у нас в студии директор Чувашского театра оперы и балета Андрей Попов и художественный руководитель балетной труппы театра Даниил Салимбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом году международный балетный фестиваль будет посвящен году выдающихся земляков, да, тех людей, благодаря которым о российском балете, о чувашской школе балета узнала мировая сцена. Вот изюминкой нынешнего балетного фестиваля ведь будет еще тот факт, что люди, которые приходят на постановки, не просто попадают на саму постановку и смотрят ее, а заходя в театр, переступая порог, да, в фойе, они уже окунаются в историю театра. Каким образом это будет сделано? Ну, вообще, через всю программу фестиваля будет красной нитью протянута мысль и концепция земляков. У нас когда зрители придут к нам в театр, мы встречаем их выставкой, которая посвящена году выдающихся земляков. И, соответственно, в ней отражены выдающиеся балерины Чувашии. Это и Надежда Васильевна Павлова, Светлана Ефремова, Юрий Свинцов, Галина Васильева, Ольга Серегина. Да. Вот. И помимо этого в наших спектаклях тоже будут отражены те спектакли, которых они, как говорится, наиболее были эффектны. Скажем так, это и Дон Кихот, и Жизель. И будет завершением нашего фестиваля это гала-концерт. Ну, я так понимаю, что еще фотозона какая-то интересная у вас там организована. Ой, там очень много всего интересного. И громадная выставка, в некотором смысле интерактивная, с большим экраном, на котором будут демонстрироваться фильмы, например, о Надежде Васильевне Павловой. И будет проходить лекция о Светлане Ефремовой с участием профессора Санкт-Петербургской академии Невагановой Ольгой Розановой. И будет показан тоже фильм. Там стоят замечательные стенды с уникальными материалами. Можно будет увидеть часть костюмов, которые используются на сцене. Можно будет увидеть большое количество фото и видеоматериалов, связанных с нашими земляками, которые блистали на разных сценах нашей страны. Ну вот смотрите, традиционно международный балетный фестиваль в Чебоксарах это не просто классика, да? На сцене это еще и такой синтез современной хореографии. В этом году две премьеры предлагаются зрителю прямо в первый вечер. Это «Титания» и «Болеро». Это совместный ваш проект Чувашского театра оперы и балета и Государственной симфонической академической капеллы. Почему именно с этих одноактных балетов, почему именно музыка Малера и Равеля для первого дня? Ну, на выбор музыкального материала, конечно, повлиял Марис Николаевич Иклашкин. Да? Это он предложил использовать эту музыку для постановки новых балетов. А уже найденные к этому проекту балетмейстеры Софья Гайдукова и Константин Матулевский поставили соответствующую хореографию. То есть сошлись звезды и получились два очень интересных спектакля. А что касается вообще современных спектаклей, ну, конечно, мы должны не только радовать зрителя классикой. Есть люди, которые предпочитают что-то классическое блюдо, а кто-то что-то посовременнее. Да? Поэтому всегда программа фестиваля, она где-то пополам поделена между классическими и современными спектаклями. Помимо этой премьеры, в том числе, можно сказать, что «Малер» — это мировая премьера, да, «Титания», будет еще и балет Панфилова, который привезет к нам недавнюю свою премьеру «Головокружение» и спектакль «Либертат». Будет еще один вечер современной хореографии, когда к нам приедет Воронежский театр, привезет целый одноактный спектакль «Арлекина Данью», тоже на хореографию Софьи Гайдуковой. И вторым отделением будет недавняя наша премьера. Это симфонические танцы на музыку Рахманинова. Ну, слушайте, если говорить о современной хореографии, какие-то очень говорящие названия. «Головокружение», «Свобода», да, потом постановка на музыку Алексея Ги, да, та же самая «Арлекинада», потом симфонические танцы наши. Это какое-то случайное совпадение или такой дань времени? Так хочется свободы в коронавирус, головокружение от чистого воздуха, который сейчас наступил, или там просто как-то так совпало? Современная хореография, она вообще предполагает некую концепцию, понимаете, и хореографы, называя свои спектакли, они используют емкие очень выражения, которые должны как минимум привлечь публику, а как максимум содержать в себе все, что зритель увидит на сцене.
вот небольшую концепцию, поскольку современная хореография зачастую не пишется развернутая либретто, а буквально там 2-3 строчки, может быть, какой-то чей-то цитата какой-то стихотворная, да, а вот само название, оно отражает максимально то, что зритель увидит на сцене. Ну вот мы с вами говорили, что от авангарда все-таки приходим к классике. 10 апреля у нас «Жизель», 14-го «Дон Кихот». А чем обусловлен выбор вот двух этих спектаклей? Ну, понятно, что «Жизель» была поставлена 55 лет тому назад, да, на сцене Чувашского театра оперы и балета. И это такой дань истории. Да, это знаковый спектакль для нашего театра. Вот только этим объяснимо? Или... Да нет, конечно. Ну, это спектакли, которые на протяжении многих лет идут в ведущих театрах нашей страны и вообще в оперных театрах. Это такие хиты классические. Мало того, в них, собственно говоря, и блистали все наши землячки, звезды, которые представлены на нашей выставке. Ну, Павлову, конечно, все знают по фотографии в «Жизели», понимаете? Это вот, может быть, это был и не самый любимый ее спектакль. Павлову прекрасно знают по фотографии в «Дон Кихоте». Собственно говоря, она с этим ПДД участвовала на международном конкурсе, после чего ее и как бы захватила эта вся известность и слава. Да? И, собственно, все представленные балерины, они в этих спектаклях блистали, конечно. Поэтому мы, ну, и зрители их очень любят, понимаете? Балерины-то танцуют сегодня из Большого театра. Да, и это замечательная балерина, заслуженная артистка России. Это Анна Никулина. Она приедет со своим партнером тоже из Большого театра Александром Молчковым. Вот. А на «Дон Кихот» мы пригласили Андрея Сорокина. Это театр балета имени Капсона, Санкт-Петербург. И очень интересную балерину Елену Кабанову из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга у нас давно никого не было, но сейчас Екатеринбургский балет «Урал-опера» – это такой довольно раскрученный и модный коллектив, и хотелось бы увидеть их у нас на сцене тоже. А они с нашими артистами вот легко синтезируются? Да, конечно, легко. Ну, например, в «Дон Кихоте» им придется взаимодействовать с «Мерседес», с «Эспадой». Это вообще очень интересная история, понимаете? Вот если говорить о «Дон Кихоте», да, один человек едет из Петербурга, другой едет из Екатеринбурга. И здесь они встречаются всего за день до, собственно говоря, самого спектакля. И вот этот очень интересный процесс, он сродни магии, да, когда два партнера находят что-то общее быстро, и возникает спектакль, целая история взаимоотношений, а спектакль веселый, там нужно уметь и пошутить, и повеселиться, так что это всегда очень интересно. А вот если говорить о спектаклях, на что зритель ходит больше? На классику или все-таки на современную хореографию? Я вот посмотрела, помониторила сайт Чувашского театра оперы и балета, посмотрела, вот на мой взгляд, люди выбирают больше классику. Вот на того же самого «Дон Кихота» билеты практически все распроданы. Или я не права? Понимаете, все очень просто. Когда вы хотите пообедать, вы представляете себе каждый раз, каждый из нас, определенное блюдо. И пробовать что-то новенькое, когда вы голодны, это всегда рискованно. Кто-то рискует и выигрывает, а кто-то идет на то, что уже проверено временем. Поэтому мы не будем упрекать зрителя в том, что он не хочет смотреть современную хореографию. Это зачастую не очень простая задача. Это зачастую процесс совместный с артистами и авторами хореографии. То есть это процесс мышления, процесс восприятия, после которого возникает много вопросов, после которого, возможно, захочется залезть в интернет или открыть какие-то книги. Поэтому классический спектакль – это, собственно говоря, наслаждение исполнителями и давно известной историей. Но, тем не менее, я так полагаю, все равно в нынешнюю программу фестиваля очень много включены именно современной хореографии. Включены, да, где-то 50/50 у нас соотношение. И я должен сказать, что на современную хореографию не менее активно раскупаются билеты. Например, на театр Панфилова там практически сразу вот у нас есть целая, наверное, прослойка поклонников этого коллектива, поэтому билеты были раскуплены почти сразу. Вообще вот создается такой определенный портрет зрителя, да? Вот каков портрет зрителя Международного балетного фестиваля? Вот, Андрей Викторович, наверное, к вам вопрос.
Ну, вообще мы, создавая программу фестиваля, хотели сделать, чтобы она была разнообразна и чтобы каждый зритель нашел для себя что-то интересное. У нас много проектов и для детей, когда приедет Пермское хореографическое училище с программой, посвященной Надежде Павловой, там будут в этом концерте будут номера, которые танцевала юная Надежда Павлова в училище. Соответственно, все дети, которые занимаются хореографией или просто интересуются этим, могут прийти и посмотреть на таких же детей такого же возраста, как они уже профессионально занимаются. Помимо этого, когда-то давно, 55 лет назад, педагоги училища Пермского хореографического приезжали и отбирали детей. И тогда Надежда Васильевна Павлова впервые поехала учиться в Пермское училище. Сейчас мы тоже это делаем. Это эксклюзивный у нас проект. Педагоги училища будут отбирать детей Чувашии для поступления в Пермское хореографическое училище. То есть вы хотите взрастить еще не одну Надежду Павлову? Ну, не то, что не одну, Вполне да, возможно. может быть, целая плеяда выйдет балерин выдающихся артистов балета. Вот у нас есть программы для современного зрителя, который интересуется современным проектом. Это и премьера, у нас «Титания» и «Болеро», и классические постановки. Мне кажется, каждый зритель, причем анализируя нашего зрителя, я пришел к выводу, что совершенно разные люди ходят на классику, и совершенно разные люди ходят на современную хореографию. Это разный зритель. Поэтому в своей программе этого фестиваля мы хотели именно раскрыть театр по-новому и, как говорится, чтобы каждый зритель нашел для себя, удовлетворил свои желания. Помимо этого у нас еще будет открытая фотозона. А вот у меня еще другой вопрос, да? Очень важная деталь. Понятное дело, что международный балетный фестиваль, ну, само слово международное, да, приезд звезд. Но вот меня интересует, например, ценник на билет. Если мы говорим о зрителе, да, ну, то есть вот я посмотрела в портере ценник, 2200 за билет. Ну, наверное, это самый дорогой. Это самый дорогой, конечно, да. Есть билеты гораздо дешевле. Понятное дело, что партер, это такое выигрышное место, где лучше просматривается образ артиста, да, можно рассмотреть каждую деталь на костюме. Но, тем не менее, вот такой ценник, он не отпугивает молодого зрителя? Или у вас есть возможность, вы предлагаете возможность студентам, молодежи как-то попасть к вам с какими-то скидками, я не знаю, как это происходит? Ну, вообще мы проанализировали ценовую политику разных мероприятий, которые проходят в Чебоксарах, и цены на билеты у нас на самом деле приемлемые. И помимо этого, конечно, школьники на все мероприятия могут прийти по пушкинской карте. Отдельно мы делаем разные акции. У нас была в пятницу акция «Черная пятница», когда все зрители могли купить на спектакле фестиваля, на программу фестиваля, билеты с 20% скидкой. Поэтому вот те люди, которые следят за мероприятиями театра на сайте, они умудряются как бы и выгодно купить билеты. Помимо этого еще есть ряд всяких эксклюзивных таких акций, за которыми тоже, мне кажется, было бы интересно следить нашему зрителю. А вообще, если вот мы не говорим о балетном фестивале, а обычных показах, там ценник тоже 2200? Да или... нет, конечно. Там все гораздо демократичнее. И поверьте мне, на последних спектаклях были, ну, во всяком случае, на балеты, я отвечаю за балеты, полный зал. Ну, Зрители совершенно не пугают цена на наш билет, и она очень демократична. Это небольшие деньги. Учитывая теперь возможность молодежи прийти по пушкинской карте, это вообще замечательная история. Ну, вернемся непосредственно к фестивалю. В середине программы фестиваля, до 13 числа, вот мы уже говорили об этом, будет запланирован концерт посвящения, да, народной артистке Советского Союза Надежде Павловой. Вы сказали, что Пермское хореографическое училище готовит уникальную программу. Вот как обстоят с наполняемостью зала дела? Проданные билеты, не проданные? Вы говорите, что ждете детей или не только детей на эту постановку? Программа на самом деле эксклюзивная. Должен сказать, что Пермское хореографическое училище не так часто выезжает на гастроли вообще куда-либо. И очень здорово, что нам удалось договориться с замечательной школой, в которой, в частности, я тоже учился. И то, что они привезут, невозможно увидеть где-то еще. Это номера, которые идут по 30-50 лет вот в Золотом фонде хореографического училища. Их танцевали очень многие известные балерины, работающие совершенно на разных площадках страны, начиная от Большого, Мариинского и заканчивая другими театрами. И вот эти номера, они как бы золотая такая шкатулка Пермского хореографического училища, на котором растут дети. Естественно, это очень интересно для тех, кто планирует когда-нибудь отдавать своих детей
и в том числе для детей, которые хотели бы танцевать. Вот они могут увидеть, как их недавние сверстники, чуть постарше, да, воплощают свои мечты на сцене. Как, собственно говоря, происходит сам процесс вот, перевоплощения обычного ребенка в артиста балета или балерину. Да. Там все этапы вот этого становления. И на этот концерт, конечно, покупаются билеты, но публика там будет, мне кажется, особенная. А не будет так, что разобрали билеты вот именно артисты вашего же театра, их дети, ну и дети, кто занимается балетом? В том числе, нет, но наша студия очень активна, там, я уже думаю, что они все, кто хотел, они все уже купили билеты, понимаете. Я думаю, что и артисты балета наши придут на этот спектакль, и детей своих приведут. Это крайне интересно и с профессиональной точки зрения, и со зрительской. Понимаете, это невозможно увидеть где-либо, это можно увидеть будет у нас. И когда в следующий раз Пермская хореографическая поедет на гастроли, это я не знаю. А Пермская хореографическая, когда вот выбирала номера для постановки, она как-то вот связывалась с самой Надеждой Павловой? Конечно, там есть обязательно в программе номера, которые, собственно, Надежда Васильевна танцевала еще будучи маленькой девочкой. И увидеть их будет, это очень интересно. Ну, смотрите, вот статус международного обязывает, да, вот появление звезд. Эти звезды у нас будут, но мы же привыкли видеть гостей из-за рубежа. В этом году по понятным причинам их не будет. Вот что людям, почему не будет? гостям Будет. ждать ну, вот заключительный вечер? Обязательно будет, но мы нашли выход из ситуации. Ведь в нашей стране работают балерины и артисты балета из других стран. У нас будет Аманда Гомес. Она представляет Бразилию, хотя работает в Казанском театре по контракту. У нас будет балерина из Македонии, это Стефания Гаштарска. Она приедет с партнером из Пермского театра. Ну, пандемия вносит свои изменения. У нас до этого было много разных иностранных гостей из Италии, из Франции, из Бельгии, и практически со всей Европы, и из ближнего зарубежья, из Казахстана, из Киргизии, из Узбекистана. Но мы все равно стараемся поддержать статус международного фестиваля. Ну, в этом году, помимо основной программы фестиваля, да, у вас еще специальная программа. Я знаю, что с конца марта при Чувашском театре оперы и балета работает медиашкола, где юным фотокорам, журналистам, видеооператорам рассказывают, с какого ракурса лучше снимать балерину, с какой лучше не подходить. Да? А что еще интересного вот, в рамках специальной программы для тех, кто хочет поближе познакомиться с балетом и узнать его изнутри, вот в стенах театра происходит? Вообще, да, мы сделали много интересных специальных проектов, и в частности будут мастер-классы для всех желающих по классическому танцу. Люди придут к нам в театр, попробуют поизучать позиции рук-ног, попробуют подвигаться как балерины. Ну, соответственно, это и дети, это и взрослые. Кто-то может просто привести кого-то и просто посмотреть, как проходят первые шаги обучения. Проходят. Также у нас будет по современному танцу модерн. Много сейчас молодежи увлекается современным танцем. Тоже можно будет попробовать это все, самому подвигаться в этой пластике. И, соответственно, это все будет бесплатно для детей, для тех, кто пришел посмотреть, тех, кто привел. И эти мастер-классы будут проводить наши педагоги. Ну, спасибо за такие подробные ответы. Хорошего вам фестиваля и благодарных зрителей.